Всем привет, искомый привет от Олега. Ребят, кое-как проскочил возле берега, там оказывается наледь. Нормально так. Вроде проехал. Иду на прошлое место, где я рыбачил. Сегодня буду забирать жерлицы. Ну и на удочку еще порыбачу. Фу, хорошо. Погода немножко проясняется. Но сегодня еще тепло, хорошо. Чуть не застрял. Не знаю, как я буду выезжать оттуда и подниматься в горку. Будет экшен, я думаю. Блин, в свою колею не попадаю, скидывая туда-сюда. Здесь тоже, я смотрю, уже наледь тоже. Вот он, пожалуйста. А там вообще море воды. Ладно, поехали. Была не была, уже мы на реке. Поставил две мормышки. Здесь белая, а здесь тоже, в принципе, белая. Был еще там желтый глазик с черной точкой, но отклеилась. Посмотрим, будет ли поклевка. Пока тишина. Смотрите, ребят, поймал плотву. Не крупная, она рыба. Блин, честное слово, 20 минут ждал. Потом на одну удочку так подход, на вторую подход, но не берет еще. Думал, уже все, сегодня без рыбы останусь. Наконец-то хоть одного поймал. Подводную камеру с собой не взял, поэтому непонятно, рыба есть, нету там. Вроде опять подошел. Если еще одного поймаю, я установлю палатку и еще порыбачу. Место поменял уже. Ниже там тоже мелкие ловятся. Думал, здесь покрупнее. Везде одинаково. Одна бочка, вон опять поклёв есть. Подбородок попал. Пискарь Петрович, иди. Подбородок. По пути, наверное, как-то. Он шел по своей дороге, наверное, и я его зацепил. О, есть. Опа. О, уже покрупнее, ребят. Тоже плотва. И крупная. Нормальный размерчик. Так, здесь я не попадаю пока. Вот. Сегодня у нас работает белая мормышка. Чисто белая мормышка. Такая дробинка. Примерно 4-й номер дробинки. Вот. Мелкая. С размером опарыша она. Если наживаешь опарыш, то закроется крючок. Небольшой крючок. Тут тоже клюет. Тоже есть уже. Мелкий. Проблокил можно вроде. Гуляй, пацанчик. Гуляй, пацанчик. Сразу же поклевка тут. Тут поклевка. Рыба подошла. А, есть. Рыба подошла. Ну так, мелочь. И там поклевка вон. Пожалуйста, клюет. Этого возьму. Этого возьму. Этого будем жарить. Жарим, сварим. И там поклевочка. Чуть-чуть пришлось подождать, ребят. Подождал, и рыба подошла. Вот, пожалуйста. Мелкий тоже. Крупная есть, но непонятно, когда он берет. Какое у них расписание.
есть. Наконец-то, блин. Вот это хитер, ребят. Вон. Елец, оказывается, покрупнее тоже. Более-менее. Берем. Там тоже он, вот эти как дергает. Ну, это мелочь, как обычно. Не знаю, вон он. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Все мелкие сегодня. Мелочь ловится, ребята. Что поделаешь. Это уже перебор мелкая. Смотри, как дергает. Надеюсь, видно. Есть. Ай, блин, проглотил даже. Хоть два барыша. Зацепляй там, бля, не боятся, они глотают. Есть. Ай. Где крупняк? Вон. Как всегда, чем жестче поклевка, тем меньше рыба. 100%. Крупные совсем медленно. Они, наверное, засасывают мормышку. 4 штуки. Ни хрена не набирается рыбину. Так, 2 штуки поймал. Вот они. Раз, два. Покрупнее. Я уже вообще перестал снимать. Думаю, нафиг это мелочь снимать. За кадром вот 2 штуки. Сразу на эту удочку. Сразу 2 штуки. Сегодня на белую. Вот это чисто белую ловится. Как ни странно. Здесь тоже вон, поклевочки. На обе удочки. Этот, вернее, ух ты. О, уже наш. Вот он. Это уже елец, ребят. Здесь видно. Вот он, ельчик. Красавец. В собственном соку. Вы не поверите, ребят. Этого самого крупного я просрал. Туда я закинул. И он тык-тык и в эту лунку убежал. Вот так вот. Только успел его сфотографировать. Ушла рыба. Самая крупная, наверное, вот сюда надо собирать. Яму выкопать. Вот так. Вот сюда. Убежал. Более-менее хоть с размером был. Так. Вот тут у меня получается 6 штук пока. Вот еще 3. Вот она. Все. Один убежал, самый крупный. Я пока возился с удочкой, с камерой, я только услышал, как он блюхнулся в воду и ушел. Сейчас я эту удочку поменяю, более крупную мормышку поставлю. Что-то вообще не ловит сегодня этот. Самый ловушка, между прочим, мормышка была. Поклевка есть. Рыба-то подошла, рыба есть. Можно сидеть. Удовольствие, в принципе, можно получить от этой рыбалки. Просто вот есть такое вот, когда клюет, мелкая, крупная, без разницы. Но главное, самое главное, рыба клюет, вот. И от этого человек получает удовольствие. Вот так. Что ты будешь делать, а? Ой, мелочь. Мелочь. Ой-ой-ой, проглотил так. Есть. Опа.
Нормалек. Нормалек, парни. Опа. Парни и девки. Еще мои зрители. Также их родители. Есть. О! Ушла, блин, более-менее тоже чувствовал эту рыбу хорошую. До этого я одного поймал. Не крупный, но взял. И здесь более-менее, но он ходил туда-сюда и об лед там зацепился вроде как. А этот молчит, муравей. Вот вторую удочку уже поменял, вообще молчит. Думал, не буду больше снимать. Камеру выключаешь и более-менее покрупнее вон он. Вот ельчик, пожалуйста. Между прочим, не мелкий это. Хороший уже. Много крупнее бывает, конечно, ельцы. Но на этой рыбалке он самый крупный пока тут. Сейчас еще на желтую мормышку поменяю вот этот. Вообще не работает. Вообще. Тишина. Странно, вообще не понимаю, почему вот так происходит. Как начнет в одну мормышку долбить, все. Да, не поленюсь, еще одна желтая мормышка вот тут у меня есть. Попробую на него еще. Вот это поменяю. Опять подошел. Ну этого возьму тоже нормальный. Будем брать. С голода не пухнем, но пожарим. Очень вкусная. Знаете, что я еще могу сказать, ребят? Вот меня лично задевают такие комментарии, когда вот мне пишут, что я с голоду дохну там, рыбалка у меня такая вот, мелкую рыбу ловлю, рябчика добываю, мелкую птицу добываю. Но вы, ребят, комментаторы, хоть раз попробовали вкус этой рыбы и вкус рябчика, суп из рябчика? Вот если вы это попробуете, никогда вы так писать не станете. И знаете, вот вы, скажем, кто вот бывает, пишет мне такое, вам надо сравнить. Когда берешь, бывает, с магазина минтай, с минтай, 10 раз уже размороженный, перемороженный, и от мяса, от филе идет, я не знаю, там нету филе, там вода одна. Жаришь, и такая вонь по всей комнате. Вкус рыбы нету уже. Испорченная рыба продают в магазинах. И когда вот вы свежую выловленную рыбу, пускай мелкая она, но вот вы эту мелкую рыбу пожарите на масле или же на растительном масле или на сливочном. Можете на сметане, можете в молоке, без разницы как. И она очень вкусная. Поэтому изредка я выхожу на речку, чтобы порыбачить. И, как сказать, вот эту мелкую рыбу просто вот пожарить и съесть нормально с хлебом, с луком, прикуску. Вот. Я не жарю рыбу свежевыловленную с приправами, с луком или еще, а в прикуску я лук ем. Вот. И от этой рыбалки еще дополнительно получаю удовольствие. Просто интересно. Вот и вам ответ. А с голоду я не умираю, ребят. И если жить только на этой рыбе, точно с голоду умрете. И с добычами в лесу. Как пишут там, как будто я живу этим, этой рыбой и этой птицей. Нет, конечно же. Ай, не получилось показать, ребят. Сошла рыба, вот она.
плотвичка и попалась вот в бок. На желтую мормышку я спускал и сразу же попалась. Надо же так, а? Ну, мне уже, знаете, вот неохота просто снимать. Такие снимаешь холостых поклевок, просто десятки, сотни. И столько файлов набирается, что замучаешься потом эту рыбалку монтировать. Реже я включаю еще. Но я спустил вот так желтую мормушку, начал устанавливать, у меня так поклевка, а оказывается в бок рыбы попала. Так, показываю, ребят, за кадром. Вот, поймала черного ельца. Хороший, между прочим. Уже это рыбина. Опять вот тут поклевка. Вот за кадром более-менее вот такие хорошие поклевки. Интересные. Включаешь и мерзнешь. Вот, это мелочно. Небольшое затишье. А вот поклевочка. А вот она тоже. И между прочим, хорошо работает сейчас этот желтая мормышка. Это мелочь, конечно, брать не стану такой. Вот, за кадром поймал еще эту плотву и 2 ельца. Вот этого поймал вроде. И вот этого, может, не помню уже. Вот. 3 штуки. Ну, этот. Короче, в данный момент сейчас работает хорошо желтая мормышка. Сейчас покажу. Вот она, смотрите, какая маленькая дробинка. Ну, наверное, блин, 5-й номер. 5-й номер дробинки. Там бусинка такая красная и белая еще какая-то кембрик. Чего себе? Все назвал, блин. Ничего не забыл. Кембрик. Бывает так. Хочешь сказать и забываешь слово. Кембрик. Бусинка. Вот. В общем, вот опять, посмотрите. Опять уже есть, сидит там. Тот же размер, блин, достал. Ладно, сейчас я, ребят, схожу. Бешеная поклевка. Сейчас я схожу жерлицы буду собирать. А на жареху я уже набрал. Больше и не надо. Попадет хорошо, нет так. Вообще меньше мне чистить. Целая сковорода. Вкусной рыбы поймал. Так, посмотрим, что на улице. Ух, ветрище какое сейчас поднялось. Ветрище поднялось. Ладно, начну с того конца. Оттуда 4 штуки возьму. Потом пойду вон туда. И с того конца еще буду собирать. В общем, 11 жердец у меня тут поставлено. Флажков не вижу. Может, на крайних сработка есть, но тут вообще тишина. Надо немножко отдышаться, ребят. Дополз до самой крайней жерлицы. Дальше уже целина. Ой, улетит пакет. В общем, вон там наша палатка. Ниже палатка, там 5 штук взял. Ничего нету. Здесь еще осталось у меня сколько? 6 штук. 6 штук. Ни одной сработки тоже нету. Вот так просто кустики стоят. Флажки. Но я не знаю, если может какое-то чудо произойдет и там рыба сидит. А так сработок я не увидел. Вот. Сейчас я забираю. Если есть кто, поснимаю. Если нет, то ничего там показывать. Где-то вон там. Нет. Вот он жерлица. Просто сработки нету. Ничего. Так они стоят. Ну все, ребята. Это была последняя жерлица. Все по нулям. Ничего, ни сработки, ни подходов, ни царапин, ничего. В общем, или здесь много мелочи. Щука вообще не обращает на живцов.
у него есть чем кормиться тут. Или вообще рыбы нету. Не знаю, один из двух. Питается она. Мелочи много тут плавает. 11 жерлиц ставил, 2 суток держал. Ни одной рыбы. Так. Самое сложное, нудное это. Доставишь, собираешь. Ну, вроде все. Там у меня важки сколько. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ничего не потерял. Живцы вот, что были рыбы, тоже взял с собой. Тулан любит. Поэтому не выкидываю. Так, ладно, сейчас еще посижу тут. Палатка вон проясняется. Завтра до 20 обещают. Что-то погода меняется. То тепло, то холодно и наледь. И на реке, между прочим, там тоже. Я даже не знаю, смогу ли я выехать отсюда. И здесь, когда вон к тем жерлицам шел, вот здесь уже наледь начинается везде. Проехал, не почувствовал, а сейчас вот вода поднялась. Так, ладно. Опа. Тут комфортно. Как дома, блин. Опа. Ветер не попадает, то ладно. Да. На улице ветрено, что хочу. Но собираться уже, наверное, буду. Буквально еще 10 минут посижу. Поймаю, нет, так. Буду собираться. Знакомый приходил на лыжах, просто гуляет с собакой. Николай. Ну, тут тоже на рыбалках показывал его. И у меня вообще без клёва началось. Не знаю, середина дня, может. Сколько времени, сейчас интересно, где-то, наверное, 11 часов. Вообще перестал клевать. И солнце появилось. Давление повышается. Так, сейчас потихоньку буду уже собираться. Все соберу. И поедем. Давайте еще посчитаю рыбу, сколько-то я поймал сегодня. Так, ну, давайте до 20 рыб. Я скажу, что 14. 14 рыб тут. Тоже загадывайте. И, как сказать, не будем считать, что вот сколько я отпустил. До 20 штук примерно. Я загадаю 14. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Никогда я не могу угадать, сколько рыбы тут. 16 штук, ребят. Ну, жареха, небольшая жареха есть. Вот такие хорошенькие попались. Пару штук. А остальное все так. Но поверьте, очень вкусное жаркое будет. Все, собираюсь. Хватит на сегодня.
Все, ребят, собрался. Сейчас буду штурмовать ту горку. Как получится, увидим, если запишет. Немножко погрею двигатель. Солнце, конечно. Поменял аккумулятор, ну вот то самое место, где я буду сейчас буксовать, там наледи, море. Ладно, сейчас попробуем. Как набило еще. Мама, не горюй. Сейчас долго болтать не стану. Надо ехать. Потому что замерзнет. А тут такая картина. О. Да нет, справился, проехал. От того озера выходит вода, наверное. Фу. Проскочили. Хорошо. Но глубоко и налить там. Все, поедем. Не выходит наледь, блин. Забилась.
Вот и все, ребят, буду заканчивать сегодняшний поход, сегодняшнюю рыбалку. Жалко, что я не смог показать рыбалку красивую, на жерлице, ничего не поймал. Ну, что поделаешь. Ладно, сейчас я поеду обратно домой. Ждите новые фильмы. Будьте здоровы, не болейте и до новых встреч. Машина зверь. Сегодня крещение, боевое крещение у него. Через наледь прошел. Ладно, пока.